В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Подключение жителей к сетям газоснабжения состоялось в горном районе республики. Более 400 домов подсоединят в этом году. В Оленёкском районе открыли новый детский сад. Оперу «Кармен» представят в Театре оперы и балета в Якутске. В селе Бердигистях горного района началось подключение жителей к сетям газоснабжения. На сегодняшний день уже подключено 12 домохозяйств. Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике наладили оборудование системы автоматического управления первого в селе газораспределительного пункта. Показатели будут автоматически отображаться в Центральном диспетчерском управлении газотранспортной системы, что позволит оперативно реагировать на любые отклонения от нормы. Построенный газопровод высокого давления охватывает все районы Бердигистяха, поэтому все жители села будут иметь возможность подключения к газоснабжению. В важном мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. До конца года должен быть сделан проектно-сметная документация дальнейшей газификации жилого сектора Бердигистяха. И мы надеемся, что в 2023 году при получении федерального финансирования все эти работы будут продолжены и Бердигистях у нас будет полностью газифицирован. В целом хочу сказать, что в Бердигистяхе в этом году будут игроманчары, и в преддверии них поселок преображается, строятся многие новые, хорошие, красивые объекты, строятся, реконструируются дороги, появляется общественное пространство. В целом Бердигистях становится, на мой взгляд, одним из красивейших районных центров нашей Якутии. В селе Желенда Оленёкского района открыли детский сад Тугутчан. Строительство социального объекта стало возможным благодаря участию республики в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С открытием нового детского сада работников, воспитанников и их родителей поздравил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. В одноэтажном здании площадью около 900 квадратных метров разместились группы с игровыми и спальнями, пищеблок, методические и медицинские кабинеты. На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, детские игровые и спортивные комплексы. Открывается новое светлое здание на 50 мест. Здесь количество детей 86, 26 сотрудников. Подрядчиками работали ООО ПК ДСА и с проектировщиками работали ООО «Адгезия металлоконструкции». А в заречном селе Кюрдем Хангаласского улуса состоялось торжественное открытие офиса врача общей практики. Объект построен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Свой вклад также внесли спонсоры и местные жители. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Первую свою офиса установили в прошлом году в День защиты детей. За строительство взялась подрядная компания «Основа». Одноэтажный объект в каменном исполнении возвели меньше, чем за год. Площадь здания составила 280 квадратных метров. Стоимость строительства – 32 миллиона рублей. Большую часть суммы выделили из федерального и республиканского бюджетов. Посильный вклад в размере 4 миллиона рублей внесли спонсоры и местное население. Большую, наверное, помощь сделали наши работники культуры, поскольку они были благотворительные концерты. Новый объект приехала оценить зампред правительства республики Ольга Балабкина и отметила, что название «Офис врача общей практики» – это всего лишь дань современным тенденциям. На деле это рядовая сельская больница. Мы не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы непосредственно вы здесь осуществляли все мероприятия, связанные с профилактикой вашего здоровья. Поэтому я думаю, что именно за профилактикой будущее, и именно профилактика сегодня основная задача, которая у нас сегодня стоит перед нашими работниками учреждения здравоохранения. Внутри офиса разместились кабинеты врача, акушера, физиотерапии, временного пребывания пациентов, а также стоматологический кабинет. Есть перевязочная, процедурная, лаборатория по приему анализов, уборные для инвалидов и детей. Население будет получать здесь все положенные услуги по первичной медико-санитарной помощи населению. Здесь будут работать, вот, как я сказал, врач общей практики, фельдшер, участковая медсестра. Это диспансеризация населения полностью, да, на них будет. Это различные профилактические мероприятия, это вакцинация населения, да. Вот, акушерка здесь будет принимать женщин, там, да, ставить на учет беременных и так далее.
Это уже третий по счету объект здравоохранения, введенный с начала года здоровья в Хангаласском Улусе. Первой открыли врачебную амбулаторию в селе Синск. На прошлой неделе ввели в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Ручей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В Якутске продолжается голосование по досрочным выборам мэра. Всего открыты 118 избирательных участков, еще 4 временных участка имеются в спецучреждениях. Работа их началась с 8 утра и продолжится до 20 часов по местному времени. Проголосовать смогут только граждане, проживающие и имеющие регистрацию в Якутске. Отдать свой голос можно только на избирательном участке по месту жительства. Отмечу, что в первый день голосования свой выбор сделали более 20 тысяч горожан. Я свой выбор сделал за процветание нашей любимой столицы, за динамичное развитие города Якутска, да, который мы все любим. Я как руководитель крупной организации, как многодетный отец сделал свой осознанный выбор. И я заметил, что созданы все необходимые условия и все требования Роспотребнадзора во всех участках соблюдены. Торжественное открытие мемориальной доски в память о видном государственном и общественном деятеле Республики Аяле Степанове состоялось в Якутске. Сегодня исполняется 55 лет со дня его рождения. На мероприятии собрались родные, коллеги и его друзья. После в актовом зале института состоялся вечер воспоминаний и просмотр видеосюжета о деятельности Аяла Степанова, созданный коллегами-учеными-аграрниками. Двигаемся далее. Сервис 2GIS с апреля начнет показывать движение автобусов на карте Якутска. В приложении появилась функция отслеживания транспорта в режиме онлайн. Иконки показывают направление движения автобусов, а при нажатии на нужную остановку будут показаны возможные маршруты и время отправления городского транспорта. 2GIS получает данные о местоположении с установленных на нем трекеров. Также на карте в скором времени появятся и частные городские автобусы, говорится в сообщении мэрии Якутска. Нестандартные подходы к решению задач, современные идеи, способы их реализации. Корпоративная целевая программа «Потенциал Алроса» направлена на выявление талантливых молодых специалистов, умеющих грамотно управлять инженерными проектами. 28 участников представили топ-менеджерам компании проекты по совершенствованию деятельности Алроса. Об одном из них смотрите в следующем сюжете. Чистая вода вытесняет из уже заполненного стакана такую же чистую воду. При этом количество жидкости уменьшается. То же самое происходит с воздухом на руднике. Подается он с помощью калориферов. Избыточная его подача в шахту сказывается на расходах энергии. Как правильно просчитать необходимый объем подаваемого воздуха, знает Антон Мусиенко и Илья Шибнев. Они участники корпоративной программы «Потенциал Алроса». Изначально тема моего проекта, который я защищал при прохождении курсов, это была тема, связанная с материально-техническим снабжением, но данная тема была не выбрана, потому что уже внедряется в производство в компании. Далее специалисты выбирали необходимые темы, которые реально реализовать, интересные темы для компании. И одна из этих тем как раз была экономия электроэнергии, подземной вентиляции. Объем подаваемого воздуха в шахту зависит от количества тупиковых выработок и единиц работающей техники под землей. Ведь при расчетах учитывается все, в том числе и объем выхлопных газов. Но вот расчеты необходимого объема шахтного воздуха проводят лишь раз в квартал и по максимуму. Тогда участники потенциала Алроса предложили. Предлагаемое решение нашего проекта – это just-in-time расчет, то бишь точно в срок, который позволит подать воздух в необходимом количестве. Для этого мы предлагаем разработать программное обеспечение для удобства и простоты расчета, и постоянно регулировать рабочие процессы, происходящие в шахте. Сегодня для подачи шахтного воздуха уходит почти половина всей потребляемой электроэнергии на руднике, а это 364 миллиона рублей в год. Внедрение данного проекта
позволит в течение суток регулировать расходы электроэнергии при подаче воздуха в шахту. Экономический эффект от данного предложения составит более 14 миллионов рублей в месяц. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в преддверии большого ледового шоу и мастер-класса от Алины Загитовой в рамках фестиваля «Мусустар» глава республики Айсен Николаев встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, вручил ей букет цветов, пожелал удачи в сегодняшнем выступлении и поблагодарил чемпионку за то, что она нашла время и приехала в Якутск, чтобы принять участие в первом молодежном фестивале «Мусустар». Айсен Николаев также выразил надежду на то, что ее мастер-классы и выступления на шоу произведет плодотворное впечатление на юных якутских фигуристов. Треки по IT-технологиям и мультипликации в рамках фестиваля «Мусустар» проходят в Якутске. В мастер-классе по робототехнике участвуют 50 человек. Роботов будут оценивать по функционалу. Также в рамках трека проходит мастер-класс по программированию. Ребята учатся основам кодирования и программирования. А специалист штаб-квартиры Яндекс Евгений Хохлунов расскажет про трудоустройство и работу в компании. Кроме того, в IT-парке проходит лекция Алены Аятьевой, продюсера мультфильмов «Простоквашино» и «Оранжевые коровы». Она прочтет лекцию для начинающих местных дизайнеров о том, как создавать популярные мультипликационные проекты. Также хедлайнером трека является директор киностудии «Союз мультфильм» Борис Машковцев. Ну, это машинка, робот, на радиоуправлении. И она, как бы, ну, мы тут ее модернизировали вообще-то. Здесь она была напрямую подключена к двигателю, вот тут. А мы тут поставили шестерню и поменяли передаточное число. Оно увеличилось в 2 раза, но она, скажем так, в 2 раза не увеличилась из-за механических потерь. И в этом прикол нашей машинки. А прямо в эти минуты в спортивном комплексе «Триумф» начнется основное действие фестиваля «Мусустар». Сейчас там находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую. Расскажи, что ждет зрителей в рамках фестиваля. Кристина, здравствуй. Сейчас вот мы находимся на 2-м этаже Центра спортивной подготовки «Триумф», где непосредственно идет работа творческих площадок. Здесь всего представлено более 10 площадок. Это вот, например, здесь можете посмотреть, это танцевальная площадка, то есть музыка Якутии. Далее площадка работает именно пропаганды регионального туризма. А если дальше туда пройти, то можно посмотреть площадки, получается, киберспорта, творческих каких-то продуктов и так далее. Но я хочу сказать, что сегодня вот эта площадка здесь будет работать до 19 часов, и уже в 19 часов заработает, здесь пройдет основное мероприятие фестиваля, это концерты. Ну а более подробно вы следите за развитием событий на наших новостных выпусках. На этом у меня все, Кристина. Дима, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем. Во Всемирный день театра в Якутске состоится долгожданная премьера оперы «Кармен». Накануне прошел генеральный прогон. Напомню, руководство творческого коллектива пригласило для постановки ведущих специалистов музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Спектакль задуман в неклассическом прочтении и обещает быть зрелищным. Это такая команда с разных регионов России. Здесь мы живем в Якутии. Якутия сама как целая Европа. И вот так у нас целая огромная страна сегодня, вот в преддверии Дня театра, собралась в Якутске для того, чтобы выпустить этот спектакль. Мы готовились очень давно, мы готовились очень долго. Еще перед пандемией мы начали приготовление. Это очень сложный по декорациям, очень сложный по костюмам спектакль. И я думаю, что зрители, которые придут на этот спектакль в День театра, получат неописуемое впечатление от этой оперы Жоржа Bizet-Carmen. Таковы новости к этому часу. Не переключайтесь, берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах.